Это итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 11 августа вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Почти 4 миллиона гектаров леса полыхают в Якутии. Обстановка сложная. На помощь прибывают спасатели МЧС России. Восстановить психику и поправить здоровье. Пожилые люди, пострадавшие от лесного пожара в селе Бязь-Кёль, проходят курс реабилитации. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей наблюдают в Якутии последние 2 недели. Особое внимание уделят вакцинации среди работников образования. Алдан претендует на звание «Город трудовой доблести». Новый статус позволит войти в федеральную программу. До окончания голосования всего 5 дней. Юноши и девушки очищают город от мусора и благоустраивают его. На улице Нерюнгри второй год подряд выходит трудовой отряд мэра. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в республике. Действуют 174 очага на общей площади почти 4 миллиона гектаров. Тушат 66 пожаров на территории 17 районов, из них 10 возгораний локализовано. На расстоянии менее 5 километров от населенных пунктов бушуют 13 лесных пожаров в Намском, Горном, Усть-Алданском, Кобяйском, Татинском, Тампонском, Чурапчинском и Верхневилюйском районах. Также сложная ситуация наблюдается в селе Эдяй Хангаласского улуса. В селе Эдяй ситуация очень сложная. Да. Сейчас 17 часов мы провели оперативный штаб. Иринеев Олег Валерьевич доложил и попросил дополнительную помощь. Во-первых, попросил гусеничную технику. Это мы на оперативном штабе решили. С Рик-Автодора сейчас будем транспортировать технику, которая работает на дорожных работах в Хангаласском улусе. Кроме того, продлеваем действие срока работы федеральных ПДПС Еврейского автономного округа, это профессионалы. Но, правда, десантники попросили пересменку, чтобы отдохнуть. Ребята работают давно уже. И оперативный штаб Хангаласского улуса попросил помощь общественный штаб, чтобы направили добровольцев. Сейчас добровольческий штаб начинает тоже набор из своего резерва, чтобы направить идейцев. Сегодня днем в Якутск для помощи в тушении прилетели специалисты Ногинского центра МЧС России. Самолет Ан-74 доставил 100 спасателей со снаряжением и оборудованием. Прибывшие огнеборцы усилили группировку в районах, где наблюдается наиболее сложная обстановка. Так, 48 бойцов сразу же по прибытию направлены в Намский улус. Напомним, решение направить дополнительные силы в Якутию принято МЧС по поручению президента страны Владимира Путина. Самая главная задача, конечно, у прибывающих, как и у нас, это защита населенных пунктов от возможного перехода лесных пожаров. Поэтому в этих целях будет осуществляться помощь населению в расширении и обустройстве минерализованных полос, в защите различного рода территорий, очистке территорий от сгораемых предметов. И, конечно же, уже если понадобится, сами действия по тушению возникающих пожаров. Ребята профессионалы, опытные, поэтому надеюсь, что жители республики, как и все мы, на них можем рассчитывать и вправе это делать. И уже оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Намском улусе силы мобильной группировки спасательного центра МЧС России. На сегодня в районе действуют 5 лесных пожаров. Сложная обстановка в селах Тастах, Фрунзе и Кобякон. В селе Тастах бушует второй лесной пожар. Юго-западная кромка в 5 километрах от населенного пункта. Его площадь 540 гектаров. Военные техники роют минерализованные полосы. Прибывшая сегодня дополнительная группировка, это 48 человек, отправятся в село Тастах. Личный состав обеспечен всем необходимым для ликвидации лесных пожаров, имеет практический опыт работы. Данная группировка прибыла на 9 суток. Задачи в администрации уточнены. С сегодняшнего дня начинаем работать по тем районам, которые определены на совещании.
150 миллионов рублей выделят Якутии на закупку тяжелой техники для борьбы с лесными пожарами. Средства поступят по госпрограмме развития Дальнего Востока. Об этом сообщил Айсан Николаев в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона ознакомился с итогом совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ДФО. Мероприятие прошло под председательством полпреда президента в макрорегионе Юрия Трутнева. На выделенные 150 миллионов рублей Якутия закупит тяжелую технику, а именно гусеничные тракторы на базе ДТ-75, написал Айсан Николаев. Вообще вопрос дополнительного финансирования и получения спецтехники для борьбы с лесными пожарами активно на федеральном уровне продвигает депутат Госдумы Галина Данчикова. Она отметила, что данную работу ведут каждый год. В этом году особенно системно из-за пожароопасной обстановки. По совместной инициативе депутата и главы Якутии внесены предложения по изменению методики распределения между субъектами субвенций из федерального бюджета в области лесных отношений. Проведена плотная работа как с профильным комитетом Госдумы, так и с правительством России и Минприроды. В результате утвержден совершенно новый порядок. Практически в ежедневном режиме с Росрезервом мы этот вопрос отрабатываем. Кроме того, я на ежедневной связи нахожусь с Рослесхозом Российской Федерации, где мы также с ними отрабатываем вопросы по дополнительному финансированию. И дополнительно направлено письмо в Рослесхоз России о том, чтобы нам выделили финансирование в объеме 500 миллионов рублей. Практически вот на вчерашний день я разговаривала с заместителем руководителя Рослесхоза, какие сегодня там происходят события, какие решения принимаются для того, чтобы оперативно получить финансирование. Кроме того, Рослесхоз Российской Федерации на вчерашний день до меня довел, проинформировал о том, что они постараются мобилизовать освободившихся парашютистов с других регионов России и также направить их к нам в республику для того, чтобы оказывать непосредственную помощь на местах. Пожилые люди, пострадавшие во время лесного пожара в селе Беськёль горного района, проходят курс реабилитации в Республиканском центре инвалидов и ветеранов в Якутске. В учреждении сообщили, что прибыли 7 человек и едет еще одна группа. Подробности в сюжете Юрия Осипова. Из-за дыма не видно даже неба. Именно так сегодня обстоит ситуация в селе Беськёль горного района. В группе риска находятся в первую очередь пожилые. Отравление дымом на фоне стресса может привести к вялости, слабости, спутанности или потере сознания, головным болям или тошноте. Поэтому правительством было принято решение направить их на реабилитацию. 9 августа сего года к нам поступили 7 пожилых людей из горного Улуца, села Беськёль. По ним идет реабилитация, медицинская реабилитация, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж. Однако в первую очередь пожилые пациенты получают психологическую помощь. В последующем, в зависимости от состояния здоровья, они пройдут также курс лечения. Для легких это дыхательная гимнастика и ингаляции, а для общего физического состояния – массаж, лечебная физкультура, физиотерапия и соляная комната. Дыхательную гимнастику очень рекомендуем таким пациентам для увеличения жизненной емкости легких. Потому что к нам поступают именно вот те пациенты, которые именно не один день пострадали от гипоксии, а именно вот в течение месяца примерно от дыма от этого, да, от угарного газа. Санаторная реабилитация будет организована для всех пожилых граждан, пострадавших от лесных пожаров. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей наблюдают в Якутии. Последние 2 недели 6% коек в инфекционных отделениях в настоящее время занимают дети. От проходящих лечение амбулаторно детское население составляет 1/5 часть. Всего 820 детей заразились ковидом в Якутии. И все это внутрисемейные контакты. Такие данные озвучили на совещании оперштаба региона в режиме ВКС под председательством Айсана Николаева. Обстановка с коронавирусом в республике остается сложной. Ежедневно выявляют около 140 новых случаев заболевания. Айсан Николаев подчеркнул, что, учитывая приближение нового учебного года, сейчас основное внимание следует уделить вакцинации среди работников образования, преподавателей вузов и СУЗов, студентов, достигших совершеннолетия.
Между тем, с 16 августа, согласно постановлению Роспотребнадзора, начнут проверять сотрудников в учреждениях и организациях, которые должны обязательно получить прививку. Почти на 70% выполнен план по вакцинации населения республики. Точная цифра – 69,15%. По темпам вакцинации регион занимает 13-е место по стране. Об этом сообщила замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. С 16 августа начнут проверять организации. При проверках особое внимание уделят районам, в которых темпы получения вакцины ниже среднереспубликанских показателей. Это Верхневилюйский, Намский, Нерюнгринский, Татинский и Чурапчинский районы. Тем временем за минувшие сутки в Якутии еще 140 человек заразились коронавирусом, из них 75 в Якутске. В Мирнинском районе 12 случаев заболевания, в Нерюнгринском 9, в Сунтарском 8, в Алданском, Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах по 6 заражений, еще в 12 районах от 1 до 3 заболевших. А за текущую неделю в Амгинском районе выявлены 34 случая заражения ковид. 7 человек находятся на стационарном лечении, 1 в тяжелом состоянии. 27 заболевших лечатся амбулаторно, из них 6 детей. Вакцинация от коронавируса в Улусе продолжается. Как отмечают врачи, в последнее время темпы вакцинации заметно увеличились. На прошлой неделе у нас посещение вакцинации было 27-24 человека. На сегодняшний день по 54-60 человек приходят ежедневно. Таким образом, чтобы не создавать столпотворение в поликлинике и не усугублять ситуацию эпидемиологическую, мы открываем второй пункт. Второй пункт, он будет находиться в клубе с завтрашнего дня. У нас сегодня вечером прибудут 200 доз гам-ковид вакцины. Она вот будет распределена, и с завтрашнего дня второй пункт уже будет активно ставить вакцинацию населению. К другим темам. Дорожники начали асфальтировать трассу между Мирным и Ленском. В 70 километрах от алмазной столицы сейчас работает спецтехника. Это десятки единиц. Такого количества машин местные жители на этой дороге еще никогда не видели. Да и асфальтируют ее впервые. Подробности у наших коллег. Скошенный лес по краям, высокая насыпь из грунта. Здесь рождается новое дорожное полотно. Стандарты жесткие, но это главные признаки трассы федерального значения. Цена 1 километра дороги варьируется от удаленности и сложности доставки необходимых компонентов. Однако дорожникам удалось снизить стоимость работ в Алмазном крае за счет применения местных материалов и грунтов, при этом соблюдая необходимую технологию. Автомобильная дорога включает в себя следующие конструктивные элементы. Это земляное полотно, устраиваемое на проектные отметки, определенные методом технического расчета. Далее это слой основания из каменных материалов толщиной 35 сантиметров, после чего устраивается 2 слоя из асфальтобетонной смеси, один из которых основание толщиной 10 сантиметров и наиболее прочностной слой покрытия толщиной 6 сантиметров. Схема работ выстроена так. Один подрядчик строит, другой его контролирует. А со стороны за этим наблюдает заказчик. В помощь спутниковые датчики последних моделей. Бульдозеры и грейдеры двигаются только по этим приборам. За ними идет геодезист и проверяет качество укладки. Информация с его навигатора попадает к водителям, и они видят, что все делают правильно. Мы следим, вот получается, контролируем, чтобы было все по проекту и по высотным отметкам. 100% контроль. Вот если бы этого прибора не было, тогда вот как бы ваша работа выглядела? Было бы меньше производительности и на дольше время бы уходило на производство работ. Водители, проезжающие мимо, впервые ощущают под колесами асфальт и радости не скрывают. Как в цивилизации побывал после грунтовки. Ощущения хорошие, колеса делать не надо, машина не разбивается, ремонта меньше. По словам дорожников, 10-километровый участок трассы у поселка Заря самый сложный с точки зрения условий, поэтому начать решили с него. А вот со следующего года, согласно предварительного плана, асфальтировать дорогу будут постепенно, от нового моста через Малую Бутуобию и до поворота на Тас-Юрях. Завершить преображение 100-километрового участка трассы планируют в 2024 году. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».
Алдан претендует на звание «Город трудовой доблести». Новый статус позволит войти в федеральную программу, по которой могут построить большой комплекс площади Победы. Для этого необходимо собрать голоса. Звание присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Именно таким городом является Алдан. В годы войны жители города добыли для страны 16 тонн золота, направили в фонд обороны более 5 миллионов рублей, 28 килограммов драгоценностей и более 44 тысяч теплых вещей. Из 14 тысяч горожан на фронт ушли около 12 тысяч. В прошлом году мы не добрали подписей, поэтому в этом году дается очень хороший шанс, но тем не менее мы на 10-м месте. Если в этом году второй раз мы не соберем положенного количества голосов, то этот город может на долгие годы остаться без статуса. Мы должны сплотиться, доказать стране, что город Алдан достоин этого звания. И мы не должны забывать свою историю. Отметим, Алдан может стать первым городом в республике, получившим звание трудовой доблести. Всего в конкурсе предоставлены 11 городов России. Чтобы Алдану присвоили звание города трудовой доблести, необходимо собрать еще около 20 тысяч подписей. До конца голосования осталось всего 5 дней. Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт трудовойалдан.ру, нажать кнопку «Поддержим» и зарегистрироваться. Якутия. Вперед! Из 14 тысяч жителей Алдана. Жатайский техникум в этом году открывает набор студентов по новым специальностям. На территории Жатая строят высокотехнологичную судоверфь, и с вводом ее в эксплуатацию предприятию потребуется большое количество специалистов. Учебное заведение в этом году начинает подготовку кадров для работы на верфи. Срок окончания обучения студентов совпадает со сроками сдачи судоверфи и ввода ее в эксплуатацию. Это значит, что выпускники сразу из учебных аудиторий отправятся на производство. Учится в техникуме молодежь из Жатая, Якутска, Мархи, Кангалас, а также из других районов и улусов Якутии. Для высокотехнологичной жатайской судоверфи на базе основного общего образования, на базе 9 классов, мы готовим такие профессии, как судостроитель, судоремонтник металлических судов, мехатроника и мобильная робототехника и судостроение. А также на базе среднего общего образования, это 11 классов, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. В Нерюнгри второй год реализуют проект «Отряд мэра», в рамках которого юные нерюнгринцы пробуют себя в трудовой деятельности. В августе к работе приступили 16 ребят. Это дети из малоимущих и многодетных семей, а также оставшиеся без попечения родителей, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Продолжит тему Екатерина Павлова. В августе улицы города вновь запестрили ребятами в ярких жилетах с большими мусорными мешками в руках. Трудовой отряд мэра снова на охране чистоты любимого Нерюнгри. В этом году было подано около 450 заявок. Из них были отобраны дети из многодетных и малообеспеченных семей. К сожалению, в июле мы были вынуждены прекратить деятельность данного проекта в связи с требованиями Роспотребнадзора и эпидемиологической обстановкой в городе. Сейчас мы работу возобновили. В отряде работают 16 человек, 16 молодых ребят от 14 до 17 лет. Все ребята устроены официально. Юноши и девушки отряда очищают город от мусора и благоустраивают его. Большой плюс к важности и нужности их работы для общества – это возможность для самих ребят заработать деньги на собственные нужды. Здесь я, чтобы помочь родителям, у меня вот сейчас родится ребенок, в семье, и я хочу сделать все, чтобы помочь своим родителям. Надо заработать денег, чтобы купить то, о чем я мечтаю, чтобы моя огромная мечта сбылась. Это возможность заработать деньги, также подружиться с коллективом, с новыми людьми, с друзьями, пообщаться и хорошо провести лето. По окончании работы ребята получат заработную плату в размере 18 тысяч рублей, зачисление от Центра занятости города Нерюнгри около 5 тысяч рублей и трудовые книжки с первыми записями. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
В завершении о спорте якутский полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Артем Соколов вызван в юношескую сборную России. Команда участвует в международном турнире «Словакия Кап». Соревнования пройдут с 1 по 8 сентября в Словакии. В данный момент на счету 18-летнего якутянина 25 матчей в составе юношеской сборной, в которых он забил 11 голов. Напомним, Соколов первые шаги в футболе сделал в детской футбольной команде «Пульс», после чего занимался в Московской академии Чертанова. Напомню, якутянин в текущем сезоне дебютировал в российской премьер-лиге, сильнейшем дивизионе страны. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. А еще лучше пройдите вакцинацию. Оставайтесь с нами.